участников Первого Абхазского медицинского форума знакового для развития нашего государства события и, безусловно, значимого как по составу участников, так и по рабочей повестке. В настоящее время Абхазия по праву считается одним из лучших мест для жизни, отдыха и реабилитации. Этому предшествовала огромная работа по изучению феномена долгожительства и физико-географических условий местности, подготовка территории, строительство и развитие курортно-реабилитационной инфраструктуры на территории Республики Абхазия в дореволюционное и советское время. Все эти усилия не прошли даром, и мы сумели во многом сохранить это колоссальное наследие. В программе сегодняшнего форума достойное место занимают темы реабилитации, санаторно-курортного развития, сбережения здоровья населения, все то, что можно и нужно развивать в Абхазии при участии ведущих российских научных и медицинских учреждений и коллективов. Солидный состав участников форума свидетельствует о большой перспективе развития научной и сервисной медицины, огромном курортно-санаторном и реабилитационном потенциале Абхазии не только на местном и региональном, но и на международном уровнях. Хочу поблагодарить организаторов и участников за проявленный интерес. Убежден, что ваша работа – это начало большого пути, и объединив усилия лучших научных и медицинских коллективов, мы вместе сумеем принести пользу науке, технологиям, практике и, главное, людям, нуждающимся в результатах этой работы. Президент Аслан Бжания. От себя лично хочу приветствовать всех участников форума и пожелать вам плодотворной работы. Мы очень верим, что за этой встречей, за нами пойдут люди, и самое главное, вы позволите создать условия, которые улучшат здоровье как наших граждан, так и наших гостей. В 1981 году я, как тогдашний проректор по науке нашего университета, обратился к величайшему нашему ученому в то время Борису Аркадьевичу Лапину с предложением открыть на базе Института экспериментальной патологии и терапии базовую кафедру нашего университета. Хорошее начало. За все эти годы эта кафедра выпустила более 300 специалистов, врачей-биохимиков и других направлений. И у нас в университете постепенно готовится база для того, чтобы не только врачей, лаборантов, но и специалистов лечебного дела готовят. Это вы все прекрасно знаете, непростое дело. Нужна очень серьезная материально-техническая база, нужны финансы, что пока для нас не очень-то, так сказать, звучит оптимистически. Такая ситуация в Абхазии. А вот начатая в 1981 году инициатива университета, она сегодня дает очень серьезные плоды. Да. Когда началась война, нам стали выделять квоты на поступление, в том числе и на медицинские специальности. И вот идет война, а мы в ГУДАУТе проводим вступительные испытания для того, чтобы послать молодежь в Башкирский медицинский университет. И сегодня с нами молодой человек Руслан Александрович Смыр, который
защитил недавно докторскую диссертацию. А выпускники нашей кафедры совместной с институтом ЕПИТ подготовил около 20 кандидатов наук и одного доктора, и 3 сегодня работают над докторскими диссертациями. Вот началась пандемия, а мы были к этому готовы. Зинаида Всеволодовна Шевцова, ее супруг Баркаев Владимир Спиридонович, уже готовили кадры по коронавирусной инфекции. И когда пришлось нашим выпускникам проявить героизм, я бы сказал, находясь даже в красной зоне в Кудоводе, в лабораториях Абхазии, все это дало очень серьезные плоды, и Абхазия, и ее университет достойно прошли эти годы пандемии. Я, конечно, с глубоким сожалением говорю о том, что нет сегодня и Зинаиды Всеволодовны. Молодые люди, выпускники этой кафедры, Нана Хашик и Арсен Венгерин, ушли из жизни, а они уже были кандидатами наук. Когда нас спрашивают, что вы намерены делать в будущем, я сказал, шагать вперед не хуже, чем до сегодняшнего времени. Вот смотрите, центр приматологии, я бы сказал, Лапинский центр приматологии в Адлере добился очень высоких успехов. А наш институт экспериментальной патологии и терапии добился тоже немалых успехов. И, как говорит директор этого института, который будет выступать сегодня, во многом благодаря выпускникам этой базовой кафедры. Сейчас принято уже решение о том, чтобы вот этот институт приматологии в Адлере передать Курчатовскому центру. Но какие именно задачи будут решаться после этого в этом институте, это дело времени. Я очень рад присутствовать на первом абхазском форуме по вопросу здравоохранения. Действительно, после войны у нас еще даже не было ни одного съезда учителей. А вот сегодня проводится съезд медицинских работников. Мы этому только рады. И хотел бы сказать еще, больше доверяйте своим кадрам. Ну, говорят раньше, и сегодня некоторые повторяют, нет пророка в своем отечестве. Есть, подросла молодежь. И не надо нам никаких центров создавать где-то околонаучные, а у нас есть серьезная наука в Абхазии. Я приветствую гостей, знаменитых ученых, которые приехали к нам сегодня. Я приветствую наших практиков. Мы должны сегодня думать дальше, что будет.
А дальше и лечебное дело будет, и фармакология, и другие направления. И главное, очень тяжело нашим практикам выезжать куда-то на повышение квалификации. Отрываться от работы, во-первых, и так далее. Другие проблемы тоже есть. И вот мы будем стараться сделать так, чтобы повышение квалификации и непрерывное медицинское образование, без которого ни врач, ни учитель никогда не обходились, не обойдутся. Сделаем все для того, чтобы на месте. И я уверен, те посылы, которые были в наш адрес несколько лет назад, сегодня найдут свое решение. И в этом нам помогут сегодняшние наши гости, которые приехали в Абхазию. Не потому, что это, не только потому, что это такая прекрасная страна, там люди добрые и так далее, а приехали для того, чтобы поработать и помогать нам. Огромное вам всем за это спасибо и успехов нашему первому, надеюсь, не последнему медицинскому форуму. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица единосущная и нераздельная. Благословение Господне на вас, того благодати человеколюбия, всегда на ней и присно во веки веков. Христос воскресе! Христос гуд! Христос анести! На всех языках мира это приветственное, божественное слышится во всем мире. И мы сегодня также вместе с этим воскресшим Господом нашим Иисусом Христом радуемся. Но православная церковь всегда находилась рядом с апостолом Андреем Первозванным, также с апостолом Лукой, врачом. Вот российское общество, Андрей Первозванный отсюда пошел в Киевскую Русь. И также апостол Лука врач тела. И здесь он соединяет тело с душой. Вот это и есть вот то общество, которое сегодня здесь вот собралось. И дай Господь нам всегда соединять телесные наши недуги, чтобы они исчезли, как исчезает дым. Христос приходил и показывал всему роду человеческому, как нужно исцелять, и Лазарь воскресший, 4-дневный, смердящий, лежащий. Вот в этом и есть симфония той ситуации, когда евреи выходили из египетского плена, вот медный змей, который символизирует медицину. Мы же вместе, и дай Бог, чтобы мы всегда были вместе. И вот то, что сегодня российское общество здесь имеет такую возможность сделать первый форум медицинский, дай Бог, чтобы мы всегда были вместе с Богом. А если будем мы с Богом, все болезни исчезнут обязательно. От имени наших всех российских врачей, ученых, Российской академии наук, от президиума самой мощной общественной организации Российской академии естественных наук, вам огромный привет, пожелания здоровья, творческой нашей встречи, для того, чтобы она была результативной и была предвестником развития дальнейших наших тесных взаимоотношений во имя здоровья населения. И решите, вот у меня здесь появилась вот маленькая поэтическая зарисовка. Абхазия – чудесная страна. Ты для здоровой жизни Богом создана. Самой природой дан тебе простор от моря синего до снежных гор. И, сохраняя исторический свой род,
живет здесь мужеством прославленный народ. И отстраняя все ненужные преграды, сюда пришли высокие российские награды, о чем мы еще скажем. Абхазские, российские врачи сегодня объявляем дружно, хором, в Сухуми открываем мы Абхазский первый медицинский форум. Поздравляю президента республики, министра здравоохранения, нас всех с открытием здесь и сейчас чрезвычайно важного форума, организованного Министерством здравоохранения Республики Абхазия совместно с Ассоциацией реабилитологов Абхазии и Российским медицинским обществом. Учитывая колоссальный опыт ученых Абхазии прошлых поколений, прежде всего Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, в числе ведущих направлений деятельности которого были и остаются эксперименты по изучению безопасности и иммуногенности вакцинных препаратов, учитывая также географическое положение и климатические особенности Абхазии, на мой взгляд, она могла бы стать центром медицины, центром полноценной реабилитации пациентов. Сегодня это особенно актуально, когда продолжаются жесточайшие военные действия в Донбассе. Одним из путей развития медицины, подготовки кадров в Абхазии является наше тесное сотрудничество с российским медицинским сообществом. Сотрудничество это было ослаблено, в том числе из-за распада СССР, экономических последствий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Сейчас, в условиях новых политических и экономических отношений Республики Абхазия с Российской Федерацией, эти прерванные взаимосвязи постепенно налаживаются. Яркое свидетельство тому и нынешний форум. Академия наук Абхазии, одним из приоритетных направлений которой является курс на взаимодействие с российским научным сообществом, готова оказать Министерству здравоохранения Республики Абхазия методическое, теоретическое и организационное содействие как в подготовке научных кадров через аспирантуру Президиума АНА, так и в проведении различных мероприятий, способствующих совершенствованию уровня медицины в нашей стране. Такую работу, можно сказать, Академия проводит с давних пор вместе с Институтом экспериментальной патологии и терапии АНА и Абхазским государственным университетом. Кстати сказать, буквально позавчера в Санкт-Петербургском государственном университете нашего аспиранта, точнее аспиранта Алисы Зауровны Матуа, Валерия Джинджоля, командированного отделом аспирантуры и подготовки кадров Президиума АНА, наградили дипломом второй степени за лучший доклад в секции патофизиология 26-й Международной медико-биологической конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина человека и его здоровья». Для нас это очень замечательный факт. Программа форума, состав участников и тематика докладов вселяют уверенность в том, что первый Абхазский медицинский форум станет систематической площадкой, знаковым явлением для начала серьезных перемен в области медицины в Абхазии. Ну вот, я думаю, что мы наконец дожили до того, что у нас первый медицинский форум. Хотя это лежало на поверхности все эти долгие годы, но это произошло только сегодня и произошло благодаря нашим гостям. Вы знаете, я когда впервые прочел перечень фамилий,
которые приезжают, я первое время не поверил даже своим глазам. Огромное вам спасибо. И я знаю, что вы не просто так приехали, а приехали для того, чтобы нам помочь. Я хочу в нескольких штрихах нарисовать и, может быть, добавить развитие абхазской медицины. Ведь когда началась война, вот я прошу всех прислушаться к этой цифре, в Центральном военном госпитале в Гудаутах, а это большой госпиталь, работало 3 хирурга, 3, 1 анестезиолог. Ну, это все объяснимо, потому что в то время, до нашей войны, абхазцев в Абхазии жило 17%. А медиков, если идти по этой цифре 17%, намного меньше. И спасибо России, откликнулись они первыми. Через 2 месяца у нас уже была военная бригада из госпиталя в Подольском, потом приехали волонтеры. Кстати, вот завтра приезжают ко мне 2 людей, которые работали в бригаде, которая оперировала Ельцина. Они анестезиологи, и вот завтра приезжают в гости. И прошло какое-то время, когда вот сегодня говорили, во время войны Россия очередной раз пошла нам навстречу, выделены квоты были на обучение наших ребят, девочек в медицинских вузах. И только через несколько лет после войны начали как-то заполняться отделения. Ведь закончилась война, а для нас война продолжалась еще несколько лет, потому что, я не помню, чтобы 2 дня подряд кто-то из врачей, которые тогда работали в больнице, они ночевали дома. Я помню, большое неудачное, к сожалению, наступление было, мартовское. И вот тогда мы за неполных 3 дня приняли 300 пациентов, которых оперировали. Мы эти 3 дня, даже больше, конечно, жили в операционной. А ассистировали нам акушеры-гинекологи, стоматологи, медсестры и так далее, и так далее. Но прошло какое-то время, как я уже говорил, отделения начали заполняться, и мы, прошедшие все это, вот честное слово я вам даю, мне вот сейчас понятно, что сделали медики в то время. Я не говорю только о врачах, это и медсестры, это и санитарки. Вот здесь находится у нас заведующий медико-санитарным батальоном. Я прошу на минутку встать его. Это Шоуа такой, к сожалению, зная его скромность, он, наверное, не встанет. А ведь нам пришлось... Спасибо. Вы помните, наверное, все те, кто закончил институты, военно-полевую хирургию, изучали мы поскольку-постольку. А нам пришлось все это изучать и наяву, и по книгам, потому что люди, которые это знали бы досконально, у нас просто их не было. И я хочу, представляя ИЭПИД, конечно, не могу не сказать 2-3 слова о нем. Наш институт участвует, не сказал бы, хотя, наверное, и в лечебном процессе тоже. Мы никогда в стороне не стоим. Вот сейчас
прошла пандемия двухлетняя, 5 наших девочек, которые там и день и ночь работали, они были награждены правительственными наградами. И я вам скажу, что нас врасплох эта пандемия не застала, потому что вот сегодня говорили мельком об этом. У нас в конце 80-х годов в институте произошла спонтанная инфекция ковида, ковида обезьяньего. Но если не учитывать, что точки, может быть, поражения немножко разные, а течение, в общем-то, во многом одинаковое, и наш институт очень глубоко вел эту работу. У нас защищена по этой теме кандидатская тема. И если бы не наступила бы наша война, то к началу этой пандемии, которая закончилась год тому назад, человечество, в нашем лице, уже имело бы наборы. Ведь вы помните, наверное, когда началась пандемия, все силы медиков мира брошены были как раз на производство этих, а у нас они уже были бы. И я хочу сказать, я смотрю на вас, еще раз говорю, прочел списки гостей, и я горд. Горд тем, что ведь никогда не приезжают люди в те места, которые безразличны им. Никогда не приезжают туда, где что-то не делается. Единственное, это мое личное мнение, может, кто-то с этим не согласен, я хочу сказать, что как раз это направление реабилитации, на мой взгляд, у нас в стране развиты довольно плохо. Да, есть пионеры, благодаря которым, Тхагушев, он тоже где-то здесь есть, да, и благодаря ему, буквально после окончания войны проводится большая работа по реабилитации спинальников и вообще инвалидов войны. И если исключить несколько пионеров, которые занимаются, скажем, детством, у нас реабилитации как таковой, как она должна быть сегодня, в стране нету. А ведь посмотрите, у нас вся Абхазия – это огромный реабилитационный центр. Это море, это климат, это солнце, это бальнеология. Здесь все абсолютно, что для реабилитологии нужно. Смотрю в зал, свободного места нет. И, конечно, это отражает то, что такой большой интерес вызывает проводимое мероприятие. И ведь это новая веха в развитии российско-абхазских взаимоотношений в сфере науки и медицины. Подобного не было. И, конечно, тот десант, я бы сказал, ученых, профессоров, академиков Российской академии наук, Российской академии естественных наук, он, уж честно говоря, я признаюсь, и для России это не очень частое явление в таком составе. И у нас присутствует 6 членов Российской академии наук, 4 члена Российской академии естественных наук. У нас присутствует более 5 заведующих кафедрами ведущих медицинских вузов страны. И все они собрались в одном месте. И, конечно, это было бы невозможно без инициативы Министерства здравоохранения Абхазии. Это просто было бы нереально. И то, что Эдуард Владимирович Будба, участник Отечественной войны народов Абхазии, выпускник Сеченского университета, того университета, которого представляю я и многие члены делегации, конечно, благодаря его инициативе такое стало возможным. Это дорогого стоит. И, коллеги, конечно, сегодня звучали слова о том, чтобы это
было не однократное мероприятие. Да, конечно, нет. Я в этом абсолютно уверен. Потому что есть абсолютное понимание необходимости развития медицины, совместного развития. Очень важные аспекты определены. Мультидисциплинарно у нас сегодня конгресс. Он не только реабилитологического профиля, акценты, конечно, реабилитологические. И знаете, коллеги, сегодня, в эти дни, проходит Совет Всемирной медицинской ассоциации. В Кении, в Найроби проходит. Именно в эти дни. Россию там представляет Российское медицинское общество. И вот я, как руководитель этого общества, выбрал присутствие в Абхазии. И знаете, это очень важно. Развитие профессионального врачебного сообщества в стране. Это основа вообще создания профессиональной коммуникации врачебной. И то, что по инициативе, с поддержкой министра впервые в Абхазии создано первое профессиональное объединение врачей, и это стали реабилитологи, ассоциация реабилитологов Абхазии. Это очень важное событие, оно не может пройти незаметно. И только недавно создалась ассоциация, и уже ее результат работы, то, что тематика выбрана мероприятия сегодняшнего во многом реабилитационной направленности. Видите, насколько это важно? Поэтому, конечно, да, и у нас вот присутствует, да, руководитель ассоциации, поэтому я думаю, это хороший пример и для других направлений, для других врачебных специальностей. Поэтому, коллеги, я еще раз благодарю за приглашение в Абхазию, на приглашение на этот форум и руководство страны, и всех делегатов. Мы очень рады присутствовать и хочу пожелать удачной, нам плодотворной работы. В своем докладе я хотел бы проинформировать вас о положении дел в медицине Республики Абхазия и о том, какие мероприятия проводятся для повышения качества оказываемых медицинских услуг, их доступности и эффективности. Для более четкого понимания картины начну, пожалуй, с истории. Отечественная война народа Абхазии 92-93 годов нанесла колоссальный урон системе здравоохранения республики, разрушив не только более 80% материально-технической базы, но и привела к острой нехватке кадров. С первых послевоенных лет, вплоть до 2008 года, страна испытывала колоссальные сложности. В условиях ограниченных ресурсов самостоятельно решала свои проблемы отрасли. После признания Российской Федерации независимой Республики Абхазия в августе 2008 года и подписания в декабре 2014 года договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами, в рамках подписанных межправительственных договоров открылись не только новые возможности в лечении и лекарственном обеспечении наших граждан, но и возможность гармонизировать законодательство двух стран в сфере охраны здоровья. Благодаря инвестиционной программе социально-экономической помощи республики за счет средств Российской Федерации были реконструированы и оснащены некоторые медицинские учреждения системы здравоохранения. Неоценимую помощь оказало правительство Российской Федерации, вперед постигшее всех нас беды – пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В поддержку, еще раз хочу подчеркнуть, в поддержку абхазских коллег в республику прибыли высококвалифицированные медики из Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, за что им отдельное спасибо. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для отечественной системы здравоохранения. Минздравом были оперативно мобилизованы все имеющиеся кадровые и технические ресурсы. Главный ковид-госпиталь был развернут в городе Гудаута. Далее, по хронологии событий, пришлось разворачивать красные зоны в районных ЦРБ. Но это уже совершенно другая история. Колоссальные, еще раз хочу повторить, пиковые нагрузки мы проходили в этот сложный период с вами вместе. Благодаря самоотверженной работе медиков и беспрецедентной финансовой и административной поддержке руководства страны, благотворительных организаций, диаспоры, представителей бизнеса удалось взять ситуацию под контроль. В этот период Минздрав и вся система здравоохранения испытывали неимоверные сложности, несли колоссальные нагрузки. Охрана здоровья населения страны является главной задачей Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Вы знаете, как немало было сделано параллельно с борьбой ковид. Вкладывались и вкладываются огромные, беспрецедентные средства в покупку передового оборудования. Благодаря этому
мы начали переводить службу на совершенно иной, качественный уровень. В наших лечебных учреждениях стали проводиться высокотехнологические оперативные вмешательства. Да, может, не все сразу, да, может, не все получается, но мы в этом направлении очень активно двигаемся. По оборудованию, вот сейчас хочу просто, может, дополнив детскую нашу республиканскую больницу, завезено оборудование настраивается, которого вообще не было эндоскопического, начиная от ИОПа и заканчивая гастро- и колоноскопами для детишек. Также огромное внимание уделяется нашему передовому лечебному учреждению республиканской больницы, Национальному онкологическому центру. Очень много будет сделано для того, чтобы современное оборудование пришло в Республику Абхазия, и наши коллеги работали на передовом оборудовании. Большие средства финансовые тратятся также на лечение граждан за пределами Республики Абхазия. Да, к сожалению, мы пока не можем оказывать весь спектр медицинских услуг на территории Республики Абхазия, но я вас уверяю, придет то время, когда мы здесь будем делать все крупные оперативные вмешательства. И будем развивать и медицинский туризм тоже, как выше сказанные докладчики говорили о том, что у нас самой природой дано, чтобы мы и реабилитацию здесь могли сделать, и круглосуточно, круглогодично принимать наших уважаемых гостей, и в межсезонье. Никаких проблем с этим нет. Поэтапно начинает в полную меру действовать полис обязательного медицинского страхования. В этом направлении нами по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжаня проведена огромная работа. Большой процент граждан нашей республики госпитализируются в клинике Российской Федерации по полису, получают необходимые услуги в рамках ОМС. Для кого-то это может сейчас удивление, но мы работаем в этом направлении активно. Скажем откровенно, не все медучреждения ранее охотно оказывали помощь по полису ОМС, потому что выданные гарантийные письма Республики Абхазия обеспечили пополнение внебюджетных средств лечебного учреждения. На сегодняшний день в этом направлении ощущаются существенные подвижки. Как известно, состояние здоровья граждан страны во многом определяет способность его к увеличению численности населения, обеспечению им своей безопасности от возможных угроз и влияет на процессы развития страны. Поэтому государству приходится уделять охране здоровья своих граждан повышенное внимание и постоянно совершенствовать систему оказания качественных и доступных медицинских услуг. Целью развития здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни граждан и укрепление здоровья. Основные направления развития – это соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этим правами госгарантий, совершенствование управления системой здравоохранения, совершенствование системы медицинского страхования, развитие информатизации здравоохранения, кадровое обеспечение системы здравоохранения, развитие международных отношений в сфере охраны здоровья граждан. На наш взгляд, для реализации вышеуказанных направлений необходимо: первое. Разработка и принятие совершенно новой, с учетом существующих мировых стандартов программы развития здравоохранения на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом проведения структурных преобразований органов управления здравоохранения с целью повышения их эффективности. При этом имеется в виду централизация системы здравоохранения с прямым подчинением районных и городских лечебных учреждений напрямую Министерству здравоохранения Республики. В настоящее время система здравоохранения в Республике Абхазия представляет собой устаревшую систему организации с горздравами и райздравами, далекую от современной модели. Централизация позволит правильно распределить не только материальные, технические и кадровые ресурсы, но и быстро реализовывать принятые решения с наличием обратной связи. Вопросом централизации хочу еще уделить буквально несколько секунд. Во время пандемии COVID-19, когда централизованно было передано Министерству здравоохранения головное учреждение госпиталь Гудаутский, когда инфекционная больница напрямую подчинялась Минздраву, было управление централизованное без тех механизмов, бюрократических, которые на сегодняшний день останавливают, на мой взгляд, вот эти сложные процессы. Надо решать быстро, оперативно сегодня и сейчас. И наша задача Министерства здравоохранения в круглосуточном режиме реагировать на все нужды и чаяния наших граждан в любое время суток. Второе. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы развития здравоохранения. Совершенствование нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность работников учреждений. Разработка стандартов с перечнем гарантированной медицинской помощи, представляемой гражданам за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Следующий пункт – это разработка и реализация целевого проекта по подготовке медицинских кадров высшего звена, а также повышение уровня профессионального образования работника
разных сфер, в том числе фармацевтической. Вот сегодня говорили, уважаемые коллеги, о том, что крайне необходимо повышать свой профессиональный уровень. Да, медицина не стоит на месте, постоянно требует развития, обучения. И сегодня наш Абхазский медицинский форум тому свидетельство. У нас будут следующие доклады, которые вы все услышите. Внедрение в медицинскую практику мотивационных механизмов, стимулирующих деятельность работников здравоохранения, совершенствование системы непрерывного медицинского образования на всех уровнях, создание условий для повышения материально-технической оснащенности лечебных учреждений, с максимальным внедрением малоинвазивных методов лечения, а также повышение информатизации или, выражаясь современным языком, цифровизации организации системы здравоохранения на всех уровнях с обеспечением безопасности хранения персональных данных, что немаловажно. Учитывая реалии современного мира, невозможно развитие медицины без международного обмена накопленным опытом, научным достижениями и объединением усилий для достижения более высоких результатов. Министерство здравоохранения Республики Абхазия принимает во внимание важность взаимодействия с коллегами разных стран и поэтому ценит высокий уровень доверительных взаимоотношений с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Абхазия издавна славилась своим целебным климатом, бальнеологическими лечебницами и курортами, которые способствовали качественному отдыху, лечению и реабилитации. История наших курортов и бальнеологии ведется с 1903 года, когда по указу императора Николая II в Абхазии была создана первая климатическая станция. В советское время курортология Республики Абхазия активно развивалась. В 1938 году в Сухумах был торжественно открыт первый НИИ курортологии, который наряду с Всесоюзным институтом экспериментальной медицины и другими впоследствии открывшимися научными институтами создали прочную научную основу для развития советской курортологии и реабилитологии. Следует отметить, что, учитывая субтропический климат, отдых, реабилитация были актуальны и в период межсезонья. Сегодня Министерство здравоохранения Республики Абхазия видит острую необходимость в использовании климатического, бальнеологического потенциала в целях решения многих вопросов реабилитации. Дорогие друзья, искренне надеемся, что первый Абхазский медицинский форум с участием высоких гостей, известных ученых, явится отправной точкой в решении намеченных целей и задач. По заявленному докладу охватить то, что произошло в первой четверти 21 века, это нереально. Нереально нарисовать целостную картину, нереально даже сделать эскиз того, что произошло. Это какие-то штрихи, это только какие-то мазки этой картины, которые будет осознаваться, рисоваться в следующие годы. Страна, не развивающая науку, превращается в колонию. Всем известные высказывания. Переход в 21 век, переход в третье тысячелетие. Мы ждали от него что-то необычное. В новогоднюю ночь мы смотрели на небо, ждали, что-то произойдет. Прошла эта ночь, и на следующую ночь на самом деле пошел звездопад открытий и достижений третьего тысячелетия. Что мы знаем об обонянии? Да, это способность ощущать через ароматы наш мир. И вот то, что мы знаем, это базовые знания об обонянии. Но с обонянием мы столкнулись при ковидной инфекции, и когда обоняние стало одним из ведущих симптомов заражения этой вирусной инфекцией. И понятно, что восстановление, реабилитация обоняния, она сейчас занимает одно из, наверное, 12-13 ведущих проблем постковидной реабилитации. 2004 год. В обонянии делается прорыв. Вы посмотрите, Аксель и Бак, они открывают семейство генов, 1000 генов, которые кодируют обонятельную зону. Другими словами,
1000 генов – это 3% всего генома. И из этих 1000 генов каждый отвечает за одну рецепторную клетку, находящуюся в обонятельной зоне. Это прорыв, который надо осмыслить. И то, что уже перспективы использования этого открытия признаны в парфюмерной и пищевой промышленности. Это методика изучения других органов чувства. Может быть, такое же открытие есть среди палочек и колбочек и какого-то процента генома человека. 320 лет назад Рюш открывает вомероназальный орган. Он находится в том месте, где костная перегородка соединяется с хрящевой, с горчичной горошиной. Всего лишь с горчичной горошиной этот орган, он воспринимает ароматические вещества, которые не воспринимает обонятельные зоны. И эти ароматические вещества специфические, это феромоны, которые определяют поведение и человека, и животных. Это поведение связано и с сексуальными отношениями. Но, посмотрите, в 2003 году нерв, который иннервирует этот орган, он получает название нулевой пары, нервус терминалис, и те нервы, которые мы изучали с вами во всех вузах, 12 пар черепных нервов, их становится 13. В русскоязычных учебниках, атласах так и существует 12 пар черепных нервов, хотя в англоязычных уже руководствах изучается 13 пар черепных нервов, 67 ядер головного мозга. Это прорыв, учебники необходимо дополнять. Следующий, в этой зоне открывается проекция биологически активных точек внутренних органов на наружной поверхности. И также французами открывается на слизистой оболочке носовой полости. Это следует использовать для реабилитационных мероприятий. Югосторальный орган. Почти что 140 лет назад его писал датский врач-анатом Хифиц. Был назван железой, но нет выводных протоков у этой железы. Если это эндокринная железа, то нет оплетения венозным сплетением, капиллярным руслом. Он как-то был забыт. В России он практически не изучался. В Шарите с немецкими коллегами нам удалось его найти, отпрепарировать. Этот орган принимает челюсть-лицевые хирурги, стоматологи за опухоль. Один уважаемый мной академик, он говорит, я удаляю в день у 6-7 пациентов в этой области опухоль. Но это может быть абсолютно никакая не опухоль. Мы запатентовали с немецкими учеными в России патент по анатом-топографическому определению локализации данного органа. И в Шарите в справочнике, как вы понимаете, это законодатель диагностических стандартов и лечебных стандартов в Европе, функция этого органа стоит двоеточие «неизвестно». Но то, что его не надо принимать за опухоль, это однозначно, и он может экспрессировать неопластические процессы, да. И мы склонны считать, что это новый механорецептор для жевательного аппарата и щечной области, и это орган, который обладает эндокринной функцией. Был вброс скандинавских ученых, я думаю, вы слышали об этом, открытие 4-й пары крупных слюнных желез в области носоглотки у трубного, глоточного отверстия туба аудитива. 200 пациентов они описали, этот орган окрашивался при ПЭТ-КТ, при простатоспецифическими антигенами. Он помечен. Мы отпрепарировали
Ну, примерно где-то 16 анатомических объектов. Мы не нашли эту железу, мы не нашли ни один выводной проток у этой железы, поэтому вот такие открытия, они тоже вызывают порой сомнения. И этому может способствовать созданный в России с участием первого меда криофрезерное оборудование, которое может делать срезы в камере минус 40, минус 60, любые объекты, титан, камень, стекло. Даже впервые в мире был порезан хитин, самый, без предварительной обработки, самое крупное вещество. И затем из этих срезов 5-7 микрометров, это диаметр эритроцита или капилляра, создавались 3D-картины. Это коленный сустав с титановыми пластинами. И эта технология была признана весьма инновационной и опубликована в престижнейшем журнале Nature. Нейронет – это также здесь целая сеть открытий и достижений. В 2018 году уже атлас мозга мыши был создан. Была как бы создана вакцина от болезни Альцгеймера, которой в настоящее время страдает уже 50 миллионов жителей нашей планеты, но последовало очень много побочных эффектов, и эта вакцина, она сейчас не разрабатывается. Своими исследованиями мы показали дренажные системы головного мозга. В 2015 году была открыта лимфатическая система и глимфатическая система головного мозга. Во всех учебниках, во всех руководствах и наших и зарубежных мы знаем, лимфатической системы в головном мозге нет. Она есть. И во время ковида наши работы были опубликованы по неврогенному пути распространения вируса, было добавлено и гуморальные пути распространения через дренажные системы головного мозга. Это дает перспективу фармфирмам развивать, находить препараты, которые бы стимулировали утилизацию метаболитов головного мозга при, допустим, из того же гиппокампа, удаление тау белков, бета-амилоида, который откладывается при Альцгеймере и является одним из ключевых пусковых механизмов. Большой прорыв российских ученых в нейрохирургии, который был признан во всем мире. Это трансназальный и трансоральный доступы к опухолям основания черепа и ствола головного мозга. Причем впервые были сделаны комбинированные операции трансназальные эндоскопические и трансоральные тоже эндоскопические. Здесь приведены примеры, и в этом плане на первом месте стоит Россия, стоит Институт нейрохирургии Бурденко и Первый мед. 140 операций по сравнению с 60 операциями, которые были сделаны американцами. И эти операции с фундаментальной базой, они опубликованы в ведущих нейрохирургических журналах, World Neurosurgery, Neuroscience, на обложку вынесены даже рисунки в отечественном журнале «Вопросы нейрохирургии», являющиеся ведущим журналом. Конечно, говоря о 21 веке, мы не можем обойти стороной концепцию 4П медицины: прогностической, персонализированной, профилактической, основанной на участии пациентов. В этом плане генетические исследования и технологии, они являются ведущими для персонализации лечения. В 2001 году расшифрован первый геном человека, генетическое картирование мультифакториальных заболеваний было произведено. Ну и в 2009 году уже старт масштабных полугеномных ассоциативных исследований было сделано.
в 2019 году редактирование генома. Для чего это делать? Посмотрите, вот этот слайд, он вызывает, конечно, пристальное внимание. Препараты, снижающие артериальное давление, действуют у 10-30% у населения, то есть у 1 или у 3 из 10 человек. Препараты от сердечной недостаточности, бета-блокаторы, у 15-25%. У антидепрессантов 20-50%, снижающий уровень холестерина, статины 30-70%, от астмы 40-70%. И возник вопрос, почему же так? Проведены генетические исследования, найдены гены, которые отвечают к предрасположенности заболевания. Но над этими генами оказались, над каждым геном, который отвечает за предрасположенность какого-либо заболевания, оказывается, контролирует еще 14 генов. Появилась наука эпигенетическая регуляция. Конечно, в персонализированной медицине мы не можем обойти достижением регенеративной медицины. Здесь показан опыт первого меда в создании ткани-инженерной конструкции уретры. Проведены были эксперименты на животных. Здесь показана морфологическая база этих исследований. Дальше проведена операция у пациента, из слизистой оболочки щеки были взяты клетки, они были выращены, и дальше уже на децеллюляризированную артерию были нанесены эти родные клетки пациента, и была пересажена вот такой ткани-инженерный конструкт. И эти результаты мне посчастливилось докладывать на конгрессе, Народном конгрессе урологов. Наш препарат для биопечати в лице Владимира Александровича Миронова, сотрудника нашего университета, он побывал уже в космосе, и здесь показана тканевая конструкция хряща человека. И в 2003 году, в этом году, вышел первый учебник по регенеративной медицине под редакцией Петра Витальевича Глыбочка. И введен специальный курс, специальная дисциплина на факультете фундаментальной медицины МГУ «Регенеративная медицина». Коллеги, я передаю привет и от своей многочисленной студенческой аудитории Первому Абхазскому медицинскому форуму. Спасибо.